помнила папу, потому что вот у нас с ним была какая-то такая необыкновенная связь, и он меня очень любил, и для меня он был самым главным человеком в жизни. Вот для меня не существовало никого, вот даже мама была на втором плане, вот у меня был папа, потому что он очень много времени уделял мне. И он брал меня даже с собой в Союз писателей на улицу Баумана, и там были какие-то заседания, и все это он сажал меня в кресло, я там засыпала, просыпалась, и потом зато была вознаграждена, он брал меня с собой, мы катались по Казанке на лодке, мы ходили в кукольный театр, и он мне постоянно рассказывал и сказки, и истории, и даже когда перед самой войной шла репетиция оперы «Алтын Чач», которую написал Жиганов, и либретто моего отца, и были репетиции в оперном театре. И я очень хорошо помню, как меня папа брал на эти репетиции, сажал в ложу, и для меня это был уже в костюмной, когда это изумительная музыка, изумительные костюмы, изумительные певцы, и все это было как сказка, и все это вот было всегда связано с папой. И я очень хорошо помню и последний день, когда он приехал из учебы, и уже перед отъездом в Москву, откуда он уже и поехал на фронт под Малую Вишеру. И это был последний день, когда он приехал попрощаться с нами. И я помню этот день. Я лежала тяжело больная, и папа старался облегчить мои температурные страдания. А я смотрела, потому что он был в военной форме, для меня было это очень непривычно, я никогда таким его не видела. И вот это вот настолько врезалось в память, вот осталось это на всю жизнь, вот действительно. Вот такой вопрос. Вы дома говорили по-татарски? Нет, и по-татарски, и по-русски, но и так, потому что потом я и родилась в Москве, и потом мы приехали в 43-м году, папа был уже на фронте, а мы приехали в Москву. А в Москве мы жили в Столешниковом в маленькой комнатке, в огромной коммунальной квартире, которая была еще, когда папа учился в университете и работал в Москве. И потом мы вернулись вот в эту. И потом я уже жила всю жизнь в Москве. Вот. И такие письма, которые мне писал с фронта отдельно просто. И писал по-русски, и писал вот о том, что скоро он вернется, они разгромят фашистов, и тогда мы с тобой опять будем гулять, как мы с тобой гуляем, и я буду тебе сочинять сказки. Вот такие были замечательные письма. А вы помните вот первый день войны, или как война началась? Да, вот это удивительно, что я очень хорошо помню день начала войны. Мы просто собирались вот к папиному другу на дачу под Казань, и это было вот как раз солнечный очень день, и было очень радостно. Папа был человек с необыкновенным чувством юмора. И поэтому, когда мы куда-то собирались, или когда мы были втроем, папа шутил, мы все время смеялись. И вот так утром мы встали, я даже помню, какое платье мне мама приготовила. И мы поехали на вокзал. И я, наверное, запомнила этот день, потому что на вокзале все переменилось. Мне же было 4 года, я, собственно говоря, мало чего понимала. Но родители, которые узнали, видимо, на перроне как раз вот о войне, о том, что началась война, их как подменили. И когда мы приехали на дачу, все тоже были очень встревоженные, мрачные. И вот я этот день запомнила, видимо, вот из-за того, что вот такая резкая перемена настроения моих родителей и всех. Удивились, что наших антифашистов 11 не было, и речи о них не было. И тогда вот Татарстан, надо сказать, и те исследователи, которые этим занимались, поставили вопрос о том, а почему. И вот мы были в музее сопротивления, и там директор музея такой, Тухель, он говорит, вы понимаете, в ПСНЗ казнили всех. То есть и воров, и бандитов, и антифашистов. То есть для того, чтобы сделать это имя, и имя этих 11 подпольщиков тоже в музее, нужны веские доказательства. И тогда вот в Пражском архиве, так называемый Пражский архив, была найдена, так сказать, бумага, в которой было
после Дрезденского суда, их судили в Дрездене, было четко написано, что они будут казнены, что они приговариваются к казни за работу против Третьего Рейха. И это было уже веским основанием, после которого был музей сопротивления, их имена и доска, и вот в плюс